ролевую игру по рассказу Ибрая Алмусарина «Ласточка, паук и муравей». И проведем с вами диалог на тему, тоже по басне Эзопа. Видишь вон того паука, что он делает? Он плетет свои когти. А вон тот муравей, что он тоже делает? Вижу, он бежит с крошкой в рту. Посмотри наверх, что ты там видишь? Вверх летит ласточка, любит, держит травку. Вот так, милый мой, эти маленькие существа могут быть для тебя примером. Паук расставляет свою паутину и ловит комаров и мох, и ест их. Муравей добывает для своих детей еду. Найдя крошку, он не будет сразу его и есть, он сразу побежит домой. Ласточка для того, чтобы построить гнездо для своих детей, находит траву. Так, а сейчас диалог, разыграем диалог по ролям. Пчелы, шмели и трутни. Басни Эпоза. Пчелы, трутни и шмели. Это наш мед, мы его делаем. Нет, мы... Ах так, тогда я подам вас в суд. Идите, господин. Шлем в селе к нам прилетели трутни и говорят, что этих мед, которого мы делаем. Нет, неправда, правда. Тихо, я знаю, как решить этот спор. Я предлагаю вам объединиться и добавить запасный меду, чтобы все было поровну. Трутки должен собирать пальцы, а пчелы устроивать соты дупло дерева. Так, ребята, мы с вами на протяжении 2 уроков начали изучать синтаксис простого предложения. Останавливались на словосочетании и подлежащих. Сегодня мы проверим наши полученные знания по программе Quiz Live. Подходит к концу, проведем с вами рефлексию. Пожалуйста, Жанне, три успешных момента назови. Мне понравился диалог, и текст, и задание. Можно побольше ролевых игр.